Вы смотрите очередной выпуск детских новостей. В эфире работаем мы, Татьяна Афанасьева и Диана Подковырова. Здравствуйте! Постоянное стремление узнать что-то новое – залог развития и достижения новых успехов. И это касается не только школьников, но и тех, кто организует процесс обучения. Хорошая возможность представителям школ ознакомиться с новыми методиками представила смена «Зимняя школа навигаторов детства». Тему продолжит Диана Сивцева. Для детей очень важно дать качественное образование, но что более важно, это передать историческую память о подвигах наших предков. Для этого множество людей пришло сюда, чтобы поделиться своим опытом. Принять участие в зимней школе пришли 120 советников, директоров по воспитательной части. Для них представили насыщенную программу, мастер-классы, лекции и командные интеллектуальные игры. Здесь они могли узнать не только что-то новое, но также получить новые связи среди коллег. Найду много друзей, новых, соотечественников, и побольше идей, вдохновения. В следующем году надеюсь уже поработать тесно с родителями по неформальной родительском чате и так далее. И хочу еще дальше работать по грантам. В этом году реализуется много воспитательных программ. В детских садах это «Орлята дошколята». Для младших классов работает комплекс, основанный на трудах Алексея Кулаковского. А для более старших ребят и студентов СПО составили работу «Мой путь». Амулет означает это оберег от всего нечистого. Колокольчик означает наша защита от злых духов. И для олененка означает это путь в свой дом. Одним из таких мастер-классов стало изготовление эвенского оберега, который часто направляют бойцам СВО из Якутии. Его плюсами является простое изготовление, а также уникальность каждого созданного оберега. Ну вот ты сказала, что ты знаешь об Орлятах России, молодец. Как раз вот у нас ориентирована работа на создание программ преемственности между детским садом, начальной школой, 5 и 11 классами и учреждениями среднего профессионального образования. То есть мы уже работаем над тем, по завершении 4 класса ты перейдешь в 5 класс и по какой программе ты будешь в школе обучаться. Для советников директоров по воспитанию образовательная смена дает новые инструменты работы в патриотическом воспитании детей и молодежи. Особенно это актуально в этом году, который был объявлен годом защитника Отечества в России и защитником Родины в республике. Диана Сивцева, Тимур Колмогоров, Станислав Потапов, Якутск. Наступивший 2025 год с успехами встретил Дом юнармии. Организация благоустроила территорию, а его воспитанники добились успехов в различных конкурсах. В наступившем году Дом юнармии планирует закупить новое оборудование, чтобы юные патриоты добились новых побед и успехов. О том, как сегодня работает Дом юнармейцев, расскажет Альберт Миронов. Движение юнармии активно развивается по всей России. И в Якутске есть Дом юнармии. Дом юнармии в столице республики открылся в 2022 году. Центр занимается патриотическим воспитанием, обучает основам огневой подготовки и краеведению, проводит уроки мужества. Дети развивают и творческие навыки, делают первые шаги в науке. Почему мы решили стать именно юноармейцем? Во-первых, мне нравится заниматься патриотической деятельностью. Я люблю свою родину. Во-вторых, мне нравится заниматься военными прикладными дисциплинами, в том числе строевая подготовка, медицинская помощь, участвовать в различных проектах патриотической направленности. И мне, в принципе, нравится находиться в Доме юнармии и гордо носить звание юноармейца. В 2023 году, всего за год существования, Центр подготовки юноармейцев Якутска добился больших успехов и стал победителем всероссийского смотра конкурса «Лучший дом юноармии». Да и сами юноармейцы не отстают. У ребят есть и индивидуальные достижения. Чего вы добились как юноармеец? В ноябре 2024 года я стала финалистом всероссийского патриотического проекта «Голоса героев». И в феврале месяце лечу представлять нашу республику. Даже самые юные якутяне проявляют интерес к юнармии. Собрать и разобрать автомат здесь могут научить каждого. Чему вы обучаете детей в юнармии?
Педагоги дополнительного образования Дома юнармии ведут дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие программы «Барс», «Хатой», инструктор юнармии. К нам приходят ребята с разных школ. Также мы сами ездим по школам и проводим дополнительные занятия для ребят. Конкурсы рисунков, конкурсы плакатов, посвященные родному городу и Якутии. Любой желающий может присоединиться к движению юноармейцев. Здесь можно найти друзей и стать частью большой семьи юнармии. Альберт Миронов, Эржана Гармаева, Станислав Потапов, Якутск. Чему можно научиться у наших юноармейцев, то это дисциплине. Да, ведь это важное качество, благодаря которому можно в любых делах достичь максимальных результатов. Кстати, об этом наш следующий материал. Алексей Синкинеев расскажет о том, как устроить распорядок дня, чтобы быть самым энергичным и продуктивным. При составлении распорядка дня нужно учитывать нормы сна, режим питания, а также время для отдыха и активности. Рассмотрим каждый пункт по отдельности. Количество сна имеет сильное влияние на самочувствие и трудоспособность. Роспотребнадзор рекомендует следующие нормы сна для школьников. Учащимся в начальных классах следует спать по 10-10,5 часов. Учащимся с 5 по 7 классы рекомендуется спать до 10,5 часов. Школьникам с 6 по 9 классы по 9,5 часов. Старшеклассникам следует спать по 8-9 часов. Как же организовать режим сна? Сейчас расскажу. Ложиться нужно в одно и то же время, ориентировочно в 9-10 часов вечера. За 2 часа до сна надо снизить эмоциональные нагрузки. Это касается шумных игр, активных переписок с одноклассниками в мессенджерах и просмотра роликов. Заведите ритуалы, настраивающие на отдых. Ко сну располагают расслабляющая ванна, разговоры за чаем, неспешные прогулки, чтение. Также рекомендуется проветривать спальню перед сном. Не менее важно правильно относиться к вопросам питания. Обычно для восполнения сил школьникам требуется 4-5 приемов пищи с промежутком 3-4 часа. Как и в случае со сном, принимать пищу необходимо в одно и то же время. Взять за основу 5-разовое питание, придерживайтесь следующих рекомендаций по меню. Во время завтрака не обходитесь одним бутербродом. К нему рекомендуется добавить горячее блюдо, например, молочную кашу или омлет. Второй завтрак может включать в себя бутерброд с сыром, орехи, печенье, фрукты и йогурт. Обед должен состоять из 3-4 разнообразных блюд. Будет идеально, если обед будет состоять из салата, первого, рыбы или мяса и десерта. Для полника подойдут фрукты, ягоды и кисломолочные продукты. Во время ужина рекомендуется съедать примерно столько же, сколько и на завтрак. Однако стоит исключить мясо и рыбу, так как белки возбуждают нервную систему и медленно перевариваются. Надеюсь, что эти советы помогут вам правильно организовать день, и вы будете максимально продуктивны и энергичны. Уверена, что такой распорядок дня принесет новые успехи в обучении. Сначала в школе, а затем и в университете. Кстати, о студентах. На этой неделе они отметили Татьянин день. Так, в Агату в этот праздничный день наградили тех, кто принимает активное участие в культурных, спортивных и общественных мероприятиях. Лучшие из лучших были выбраны в номинациях «Студент года», «Староста года» и «Читатель года». Со студентами пообщалась Наталья Колосова. Давайте посмотрим. 25 января отмечается ежегодный праздник День студента. Сегодня я спрошу, нравится ли быть студентом. Нравится ли вам быть студентом? Да, мне очень нравится быть студентом, особенно активная жизнь и насыщенные пора студенчества. Нравится ли вам быть студентом? Я очень долго мечтала, когда я уже уйду со школы и окончу колледж, так что вот мне очень нравится, да, быть студентом. Я тоже жду с нетерпением, когда подрасту и стану студентом. Таня, как ты готовишься перед эфиром? Я выразительно читаю текст перед зеркалом. А я вот читаю скороговорки. Наш следующий материал поможет нам и нашим зрителям узнать новое о сценической речи. Смотрим материал Анжелины Маслашук.
Сеть точек кипения раскинулась по всей стране. Насчитывается 175 таких точек. А в Якутии их всего 3. Одна из них функционирует здесь, в центре чтения. Детская точка кипения открылась в 2021 году как территория для общения, проведения творческих и образовательных мероприятий. Как площадка, открытая специально для юных якутян, точка кипения ставит перед собой задачу гармоничного развития ребенка. Какие цели и задачи ставят перед собой детские точки кипения? Детская точка кипения является библиотекой для детей до 14 лет. Мы являемся филиалом Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. И здесь к нам приходят дети почитать, одолжить книжки. Наша цель – это, конечно же, помочь ребятам сориентироваться в большом выборе книг, а также попытаться помочь им развить их навыки. Умение грамотно выразить мысли – качество, которым стремится обладать любой человек. Улучшить навыки общения подросткам помогает точка кипения. Для формирования четкой дикции и выразительной интонации здесь прошел мастер-класс по сценической речи. Провел его постоянный читатель библиотеки, студент Агики Версан Барахов. Почему, по вашему мнению, развивать свою речь – это важно? Развитие речи многим дает возможность знакомиться с другими людьми, получать новые возможности и в плане реализации самого себя. Ведь человек, который много общается, в целом он добьется в жизни большего, потому что его многие видят, замечают и хотят куда-то пригласить, подружиться и тому подобное. Подростков научили базовым дыхательным упражнениям, показали, как выступать на публике свободно и непринужденно. Участники уже знают, как использовать информацию, полученную на мастер-классе, в дальнейшем. Я пришла сюда для того, чтобы получить опыт в ораторском направлении, подготовиться для школы. А зачем тебе? Я хочу показать свой проект, чтобы показать учителям то, что я работала над этой темой, над своей работой. В точке кипения проводится множество лекций для детей, где можно узнать новое и просто хорошо провести время. Анжелина Маплашук, Георгий Григорьев, Якутск. Эти темы нам показались самыми интересными для выпуска детских новостей этой недели. Следите за нашими эфирами и будьте в курсе событий. До встречи в эфире!